День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Наблюдатели вторую неделю контролируют рост цен на продукты в магазинах и на оптовых базах. Буквально за последние дни выросло все. Сахар стал уже за 100 рублей, и то его нигде нету. Что такое? Пришел, хотел сахара взять, нету нигде. В эти дни в нефтегазодобывающей столице Якутии проходит чемпионат республики по мини-футболу. Эти соревнования еще уровень придают этим соревнованиям, что данные шестерка сильнейших команд данного чемпионата, они получат путевку на 8-е спортивные игры народов Якутии, которые летом пройдут в Барагонцах. В новый экскурсионный тур по Петербургу вошли локации, так или иначе связанные с Якутией. Будет очень популярен не только у жителей Якутии, гостей из Якутии, но, конечно же, и у жителей нашего города, потому что он будет рассказывать и отражать, как на судьбу Петербурга повлияли выходцы из других регионов, в том числе Якутии. Обо всем этом и не только. Смотрите в ближайший час. Правительство России предлагает максимально сократить число процедур для бизнеса и продлить сроки действия лицензий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает портал объясняем.рф. Подготовлено постановление правительства о продлении сроков действия лицензий и иных видов разрешительных документов, их упрощенном получении и переоформлении. Эта мера затронет более 120 видов таких разрешений, а их общее число больше 2,5 миллионов. Вместе с этим в Якутии принимают меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, например, было принято решение докапитализировать фонд развития предпринимательства. В связи с поднятием ключевой ставки, процентной ставки и поднятием ставки у банков принято решение докапитализировать фонд развития предпринимательства, чтобы фонд предоставлял уже льготные займы для наших предприятий торговли, в первую очередь торговли, для обеспечения продовольственной безопасности республики. Отдельные решения приняты в области налоговых послаблений, которые коснутся широкого круга предпринимательского сообщества, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ставка будет самая минимальная, это 1% по доходам и 5% по доходам и расходам. Тем временем глава Якутии поставил задачу сохранить темпы экономического развития региона и поддержать население в условиях санкций. Так сократят административные ограничения для малого и среднего бизнеса, примут дополнительные меры соцзащиты населения и окажут поддержку предприятиям, которые сохраняют рабочие места. Об этом сообщил Айсен Николаев на совещании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Разработан план первоочередных действий, который направлен на снижение рисков для наиболее уязвимых отраслей и бесперебойную работу предприятий жизнеобеспечения. Для поддержания уровня доходов населения в Якутии с 1 апреля увеличат заработную плату работникам бюджетной сферы прочей категории на 6,5%. Мы видим то, что сегодня идет резкий скачок цен на строительные материалы, на трудовые ресурсы. Но в целом на строительные ресурсы в этой части мы должны адекватно реагировать, и поддерживать наших строительных организаций для того, чтобы объекты своевременно вводились в срок. А вторая задача – это поддержка жилищного строительства. На сегодняшний день рассматриваются вопросы по поддержке застройщиков, по поддержке населения в части того, чтобы был баланс спроса и предложений, рассматриваются вопросы по запуску регионального ипотечного продукта. Третий блок вопросов – это касается максимального снижения административных барьеров, чтобы наши строительные организации, застройщики максимально реализовывали эти проекты, минимально сталкивались с теми административными барьерами, которые на сегодняшний день у нас сегодня присутствуют. Ну и, конечно, один из главных вопросов – это вопрос обеспечения продуктами. Так, для решения вопросов продовольственной безопасности в Верхоянском районе создан оперативный штаб. Специальная комиссия проводит ежедневный мониторинг цен на продукты первой необходимости, а также продовольственного запаса. На сегодняшний день запасы района на основные виды продуктов составляют более 300 тонн. Годовая же потребность на 12 основных видов продуктов по цифрам прошлых лет в районе составляет 700-800 тонн.
Якутовторга достаточное количество переходящих остатков продуктов первой необходимости имеется в районе. Также в марте месяце начался завоз продовольствия с города Якутска по линии Якутовторга и с поселка Ускуйга, Усярского улуса. В неделю один раз проводим рейдовые мероприятия. Это туда включены и специалисты управления экономики, административной комиссии и поселковой администрации. Пока на сегодняшний день завышение цен по коммерческим структурам и вот Якутовторга в пределах допустимых наценок они устанавливают. Ну а что касается Ленского района, то там продовольственных запасов хватает. В первую очередь акцент сделан на продукцию, которую производит муниципальное предприятие. Это мясные полуфабрикаты, хлеб, выпечка и молочная продукция местного производителя. Также в ближайшее время планируется закуп продуктов первой необходимости для образовательных учреждений. Регулярно проводится мониторинг цен в магазинах, повышения не наблюдается. Неделю назад мы проводили заседание КЧС и приняли решение, что о создании страхового запаса районного, минимум это будет оператором наш молокозавод, и в ближайшее время мы, скажем, доведем финансы для повышения основного фонда и будем завозить продукты питания первой необходимости, которые будут лежать в запасах для наших школьных учреждений по всему району, для населения. Ну, где-то полугодовой запас обязательно у нас будет. Я думаю, что часть продуктов мы успеем завести по зимнику, планируем. Ну, реально такая ситуация в районе под контролем, ажиотажа большого нету. Тем временем для поддержания баланса цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России проводится мониторинг. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает портал объясняем.рф. Он отметил, что зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом и что его стоимость увеличивается. Для того, чтобы компенсировать часть затрат на производство, правительство страны выделит 2,5 миллиарда рублей. Так, на якутском хлебокомбинате цены остаются прежними. Все документы по поставке сырья были подписаны, отработаны еще в начале этого года. По словам руководства завода, запасов сырья на изготовление и выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий хватит еще на полгода. Напомним, все сырье якутский хлебокомбинат завозит из соседнего Сибирского федерального округа. Ну, хлебокомбинат сейчас работает в текущем режиме. Мы обычно в это время, как всегда, завозим наше сырье, муку, основное сырье на первое полугодие, чем мы сейчас занимаемся. Контракты мы заключили до всех этих вот обстоятельств, поэтому мы сейчас везем сырье, можно так сказать, по старым ценам везем. В итоге у нас пока на сегодня цены они не пересматриваются, мы работаем в обычном режиме. Между тем, в столице общественные наблюдатели уже вторую неделю контролируют рост цен на продукты в магазинах и на оптовых базах. В рейд с ними отправился и наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сегодня под взор общественников попадают продовольственные товары первой необходимости. Это цены на муку, сахар, крупы, тушенку, молоко и другое. В связи с введением ряда зарубежных санкций по отношению к нашей стране, часть предпринимателей решила воспользоваться моментом и повысить цены на свою продукцию, которую они закупили еще ранее, когда курс иностранной валюты был еще ниже. И ссылаются, что поставщики поднимают свои цены. Потому что вообще сами поставщики поднимают огромные цены на закупки. Они чем аргументируют, что вообще я не знаю, я непосредственно не общаюсь с производителями. Да, то есть они присылают письма о том, что у них происходит поднятие цены. И уже вот от этого отталкиваются. Действительно, рост цен на оптовых базах на основные продукты наблюдаются. Например, если на прошлой неделе 5 килограммов муки можно было купить за 190 рублей, то сейчас он уже стоит 240 рублей. Сахар был в пределах 100 рублей, сейчас 120-130 за килограмм. Это наблюдают и сами жители Якутска. Буквально за последние дни выросло все. Сахар стал уже за 100 рублей, и то его нигде нету. Что такое? Пришел, хотел сахара взять, нету нигде. И какие продукты еще не можете найти? А как бы продукты все есть, в основном, ну, мало что-то, смотрю, прилавки все полупустые, люди разгребаются, как будто с ума сошли. Да, немножко наблюдается рост цен, есть такое. Тут даже не то, что рост цен, тут, скорее всего, нехватка кое-чего, да.
Вот. Что касается сахара, допустим, какие сейчас сложно найти цены. Ну, сейчас, кстати, цены на макароны поднялись. Если с недельной давностью соотносить, то на 20 рублей примерно подскочили цены. Можно сказать, и на мясо. Вот было, например, рулька была 165, стала 180. Вода была 20 рублей, стала 22-30. И так можно перечислять каждый продукт. А на продукты первой необходимости, вот мука, сахар, гречка и вот другие. Сахар я набралась, так муку тоже беру редко. Ну, гречку тоже есть. Ну, в общем, вот, беру, например, колбасы. Тоже повышено. А мясо буджак вообще повышает каждые 3 месяца. Каждые 10-15 рублей. Все эти моменты общественники фиксируют в специальной таблице, где они ведут мониторинг. Все собранные данные далее будут направлены в контрольно-надзорные органы, которые, в свою очередь, будут применять карательные санкции в отношении злостных нарушителей, которые на пустом месте, используя спрос населения, прикрываясь санкциями, поднимают цены на уже завезенные продукты, которые они ранее закупили по меньшей цене. Мы выявили в 4 позициях повышения цен. Это, в частности, тушенка, соль, сахар, молоко и макароны. Мы ведем вообще сейчас таблицу цен, ежедневно мы ведем мониторинг. Каждый раз мы вводим по этим позициям обновленные данные, новые цифры. И в последние дни мы видим, что повышение цен идет примерно, в частности, от 3 до 7%. И все-таки мы сейчас напишем письмо в соответствующие органы, надзоры, чтобы исправить эту ситуацию, потому что они должны контролировать эту ситуацию и мониторить каждый день. Наша фракция внесла в Госдуму предложение о том, чтобы регулировать цены, чтобы была средняя цена по продуктам, чтобы могли все-таки ориентироваться на среднюю стоимость продукта на определенную позицию. Ну а если вы заметили рост цен на социально значимые продукты у себя в магазинах, то можете об этом тоже заявить региональным властям. Так, Госкомцен Якутии открыла горячую линию по приему обращений горожан, а также по номеру 508-026. Помимо этого, обращение можно отправить по социальным мессенджерам. Эти данные можно узнать на официальной странице ведомства. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Фракция ЛДПР в Госсобрании Элтумен готова в приоритетном порядке рассмотреть дополнительные меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях новых ограничений. Айсан Николаев провел рабочую встречу с координатором якутского отделения партии ЛДПР Гаврилом Парахиным. По мнению Парахина, главой и правительством республики в условиях новых ограничений приняты выверенные решения по поддержке бизнеса, сохранению производств и рабочих мест, сдерживанию цен на продовольственные товары, снижению налоговых ставок. Лидер фракции ЛДПР в Якутии также отметил, что полностью поддерживает решения, которые принимаются в республике в условиях новых ограничений, особенно оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Глава Якутии также провел рабочую встречу с сенатором Егором Борисовым. Сенатор доложил главе о промежуточных итогах своей законотворческой деятельности, инициативах и разрешенных задачах. Егор Борисов озвучил, что полностью поддерживает решения Айсена Николаева, направленные на поддержку населения и экономики региона в условиях новых ограничений. По мнению Борисова, за последние годы главой республики приняты системные меры по поддержке жителей сел, занимающихся личным подсобным хозяйством. На встрече также обсуждали вопросы участия республики в приоритетных федеральных госпрограммах и проектах, развития в Якутии механизмов сельхозкооперации, а также транспортного комплекса. Кроме того, глава республики провел рабочую встречу с представителями крупных поставщиков продовольственных товаров. Ключевыми на повестке дня стали вопросы деятельности предпринимателей. На встрече коснулись ситуации с изменением цен, в частности их повышения от производителей, которая сложилась в центральной части и южных регионах страны. Говорили и об использовании мер региональной поддержки, в частности финансовой. Механизмы такой поддержки правительство региона сейчас разрабатывает. На уровне Айсена Сергеевича был проведен оперативный штаб, где в основном основные меры, которые мы планируем в ближайшее время принять, они утверждены. Соответственно, значит,
планируется оказать малому и среднему предпринимательству через фонд предпринимательства, через другие механизмы оказать, значит, помощь, в том числе по налоговым послаблениям, по, значит, имущественной поддержке, в том числе перенесли оплату имущественной поддержки с 22 на 23 год. Сегодня был решен один из самых таких вопросов, которые предприниматель поставил перед главой, что на оперштабе вопрос стоял об увеличении перечня, значит, торговых надбавок на перечне социальных, значит, продуктов. То есть у нас в городе Якутске такой перечень состоит из 13 наименований, было предложение увеличить до 28, на что Арсений Сергеевич четко отреагировал, что никаких, значит, таких увеличений перечня не должно быть. В принципе, мы с этим согласны, поэтому для малого и среднего предпринимательства это очень хороший знак, и, в принципе, этим мы остались недовольны. Кроме того, глава региона дал поручение Минпреду республики проработать вопросы с федеральными поставщиками продовольственных товаров первой необходимости, а также готовить обращение по тем или иным проблемам в адрес Минпромторга России. Рост закупочной стоимости, увеличение ставок по кредитам, повышение курсов валют, закрытие авиасообщения. С такими последствиями экономической нестабильности на фоне новых санкций со стороны США и Евросоюза уже столкнулись представители малого и среднего бизнеса в Нерюнгринском районе. Планируется ли рост цен на товары и услуги? Какие последствия санкций отметили предприниматели? И как приспособиться к новой реальности, выясняла Ирина Жданова. Формирование необходимых запасов промышленных и продовольственных товаров поставлено на особый контроль. Сейчас в магазинах Нерюнгри дефицита продуктов нет. Так, в одной из крупнейших сетей супермаркетов компании «Айгуль» склады обеспечены товарами на целый месяц для 3 районов – Нерюнгринский, Алданский и город Якутск. Сегодня надо говорить правду. Это цены поднимаются частично. А в основном цены поднимаются на товар, где импорт и где есть часть импорта. В первую очередь поднялись цены на алкогольную продукцию, особенно все импортного производства. У нас товар был на консигнации, сразу поставщики подняли до 30%, и мы тоже по инерции подняли цены. На повышение цен повлияют завышенные тарифы на транспортные услуги и банковские проценты. Но многие предприниматели занимают выжидательную позицию и сдерживают цены на свои товары и услуги. У нас, например, в наших магазинах большой товарный запас. Мы можем еще цены держать до прихода нового товара. Лето у нас проплачено под 100%, поэтому летний товар у нас почти останется в диапазоне доллара 78 рублей. Вот. А по приходу нового товара зимнего, естественно, будет подъем цен. Большая часть товаров в магазины поступает с оптовых баз. И первыми экономические потрясения ощутили именно оптовики. Розничная сеть и конечные потребители сегодня продают и покупают ту продукцию, которая была завезена на склады ранее по старым ценам. Россия по-прежнему ввозит алкоголь, рыбу и другие продовольственные товары из стран Европы. Также в Нерюнгринский район регулярно поступает и мясная продукция. Риск того, что нерюнгринцы останутся без кофе или мандарин, минимален, так как страны, которые импортируют эту продукцию, России никаких санкций не объявляли. Ирина Жданова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Тем временем удобная и практичная одежда местных производителей стала доступнее, и найти ее можно в одном месте. Представители 9 брендов одежды и аксессуаров объединились. Это очень актуально, ведь иностранные компании все-таки постепенно уходят с российского рынка. Продолжит тему Александр Хавренко. Непростая экономическая ситуация в стране, санкции – все это приводит к тому, что многие думают, что теперь одеваться стильно, модно и молодежно будет либо очень дорого, либо практически невозможно. Но, уверяю вас, это не так. Якутские дизайнеры позаботились о том, чтобы жители нашего города продолжали все так же быть стильными и модными. Бренды одежды местных производителей на рынке существуют давно, но наибольшую актуальность они приобретают именно сегодня. 9 представителей якутских брендов собрались в одном месте, чтобы нести красоту и комфорт в массы.
Эта одежда отличается, кажется, от всего именно тем, что она местная и что она подстроена под менталитет наших женщин, под физиологию, анатомию наших женщин, что мы все здесь собрались, да, воедино, скажем так, именно для того, чтобы продвигать эту идею того, что дизайнерская одежда может быть еще и носибельной, доступной, да, и что ее может, ну, то есть в плане там бюджетной даже, да, в какой-то мере, что мы стараемся придерживать цены для того, чтобы каждая девушка могла себе позволить это. Бренду Knit and Fit в апреле исполняется всего год, но за это время одежда дизайнеров компании уже полюбилась якутянам. Начинали мы с базовых спортивных костюмов, из швейного трикотажа и потихоньку расширяем свой ассортимент на вязаный трикотаж, на базовые модели не только со спортивным уклоном, но концепция бренда – это трикотажные, удобные, комфортные, стильные вещи для женщин и для мужчин также. Спортивные костюмы они стали очень популярны во время пандемии, когда все сидели дома, когда все старались одеваться более, в комфортную одежду какую-то. И сейчас эта тенденция до сих пор идет. Большинство вещей шьется в Якутске, но иногда дизайнеры привлекают российские пошивочные или вязальные цеха. Как это делают представителей бренда «Три дизайнера». Бренд позиционирует себя для успешных женщин, которые любят красоту, уверенность в себе. В основном мы специализируемся на трикотаже. У нас есть небольшой производственный цех в Якутске, в котором мы отшиваемся. Вот могу похвастаться, это вот наш экспериментальный, давно мы выпускаем эти модели на основе кимоно. Вот уже почти 5 лет мы их отшиваем. Вот так вот, видите, они шиты из трикотажа. Нынешняя ситуация не могла не отразиться на производителях. Ткани для одежды закупаются либо у российских поставщиков, либо напрямую за рубежом, и цены на них зависят от курса доллара. Но предприниматели обещают, что будут стараться сдерживать цены на комфортном уровне, насколько это будет возможно. Ну и напоследок несколько советов от стилиста. Говорить про тренды, это такие базовые вещи, комфортные вещи, вещи, в которых человек чувствует себя удобно. Варианты сейчас такие вот свитшоты с вот такими вот замками, да, по горлу очень актуальны. Дальше, говоря о комфорте, о цвете, то сейчас в тренде природные оттенки, максимально яркие, максимально приближенные к реальности, да. Но особенность именно вот такой одежды в том, что она универсальна, потому что если мы дополняем, допустим, такой образ уже какими-либо допустим, деталями, аксессуарами, мы добавляем, да, к таким вещам уже аксессуары какие-то интересные, то у нас получается совсем другое прочтение. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Помимо прочих принимаемых мер, правительство страны предлагает снизить нагрузку на должников по коммунальным и жилищным услугам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Нижней палаты парламента. В пояснительной записке к документу напоминается, что расчет пений и неустоек за ЖКХ в жилищном кодексе привязан к ключевой ставке, установленной Банком России. Законопроект предлагает дать правительству России дополнительные полномочия в области начисления и уплаты штрафных санкций в случаях неполного или несвоевременного внесения оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Тем временем на дворе март, это весна, время чистки территории от снега. Не за горами оттепели, горы снега превратятся в реки. Этой поры много лет с содроганием сердца ждали сотрудники Ленского реабилитационного центра. Но последние годы эту проблему помогает решить учреждению компания «Газпромтрансгаз Томск». Ее сотрудники с удовольствием посвящают один рабочий день уборке снега с территории реабилитационного центра. Сегодняшний рабочий день у сотрудников предприятия «Газпромтрансгаз Томск» начался не как обычно. В это морозное утро, одевшись потеплее и вооружившись снеговыми лопатами, они отправились освобождать из снежного плена Ленский реабилитационный центр для несовершеннолетних. Ежегодная снежная вахта сегодня началась с детского реабилитационного центра. Очередной раз, значит, в этом году мы привлекли 5 единиц техники и порядка 20 людей. В данный момент производится уборка снега, для того, чтобы по весне здание не затопило. Работа шла быстрыми темпами. Пока техника занималась загрузкой и вывозом снега, сотрудники предприятия убирали его в труднодоступных местах. Буквально за несколько часов была убрана вся территория. Она, надо сказать, довольно большая. Вывезено более 20 машин снега.
Вся работа была проведена совершенно бесплатно. Предприятие уже много лет оказывает всяческую благотворительную помощь учреждению. Руководство «Газпромтрансгаз» Томска всегда откликается на призывы о помощи. Не только вот по вывозке снега, но и материально очень здорово помогают. И к 1 сентября собрать семьи. Ну, очень много. И вот уже ежегодно стало такой традицией, что по весне мы вывозим огромное количество снега именно с помощью данного предприятия. Это наши верные друзья, к которым мы обращаемся по очень разным вопросам и находим поддержку. Начальник службы защиты от коррозии Ленского линейно-производственного управления Денис Марселевич в своем интервью уточнил, что помогать учреждению их предприятия будет и дальше. На следующей неделе запланирована чистка крыши от снега. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Региональный научно-практический центр фтизиатрия в рамках реализации в Якутии пилотного проекта «Облачная поликлиника» с начала года провел более 500 консультаций. И все они прошли с использованием телемедицинских технологий. Что это такое, выясняли наши коллеги. Как сообщают врачи научно-практического центра фтизиатрия, пилотный проект «Облачная поликлиника» хорошо заявила о себе в период пандемии, так как из ряда ограничительных мер им пришлось практически все консультации перевести в онлайн-режим работы. Вообще надо сказать, что облачная поликлиника была внедрена в 2018 году, но широкое внедрение получило в период пандемийных мероприятий. То есть, когда были введены ограничительные мероприятия, а наши пациенты, как известно, имеют слабый иммунитет. Поэтому мы в 2020 году активно начали работать с данным приложением. То есть, это и заочная консультация, видеоконтроль лечения и другое. По словам врачей, использование новых технологий дает возможность минимизировать личные контакты врача и пациента, что также немаловажно для больных туберкулезом. Использование приложения «Облачная поликлиника» проста в работе, как и сам алгоритм ведения консультаций с пациентами. Алгоритм работы такой, что пациент, сидя дома, то есть записывается на онлайн-консультацию, данные поступают в регистратуру, и регистратор уже направляет к лечащему доктору. Лечащий доктор назначает время и дату онлайн-консультации. С начала этого года врачами-фтизиатрами уже проведено более 500 онлайн-консультаций. Это не только среди жителей столицы, но и всего региона. Также врачи проводят такие консультации и для своих коллег. Они проходят здесь практически каждый день. Вот сегодня у нас идет сеанс связи по телемедицине с врачом, районным фтизиатром Татинского ВУЗа, который нам представляет своего пациента. Пациент, значит, закончил интенсивные фазы лечения, то есть он пролечился непосредственно в условиях района, получил 60 доз химиопрепаратов, и у него, насколько я знаю, положительная динамика рентгенологическая, и у него прекратилось бактериовыделение. И вот мы, посмотрев все это, врач нам это все рассказал. По телемедицине можем посмотреть вот непосредственно компьютерную томографию, тут же по программе «Архимед», сравнить, что было и как стало. И мы выносим решение уже переводить пациента на фазу продолжения. Сегодня все учреждения здравоохранения реализуют у себя на местах этот пилотный проект. По данным Центра фтизиатрии, телемедициной охвачены 76% районов Якутии. Пока такой сервис работы недоступен в отдельных северных и арктических улусах. Но это вопрос лишь времени, ведь сегодня региональное министерство инноваций решает данный вопрос, и в скором времени телемедицина и облачная поликлиника заработает и там. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.
Клуб владельцев подружейных собак в Якутии открывает сезон пробных занятий на свежем воздухе. Подружейные собаки – это группа пород охотничьих собак, используемых в качестве помощника человека в охоте с ружьем. Это ретриверы, легавы и спаниели, владельцы которых организовали клуб по интересам, где профессионально начали тренировать своих питомцев. Как тренируют охотничьих собак и сложно ли это, все подробности далее. Держать. 11-летний английский кокер-спаниель Ося обожает ходить на охоту. Не боится звука выстрела ружья и понимает главную свою задачу – найти и принести подстреленную дичь. Хозяйка собаки Ольга – руководитель клуба подружейных собак. Так что Ося – настоящий пример для тех псов, которые только начинают тренировки. Охотиться с подружейной собакой – это одно удовольствие. Плюс от добытых птиц добывается очень большой процент. Практически 100% добыча всех подбитых уток. Если без собаки многие теряют в камышах, в темноте и так далее, то собака это все находит. Название «подружейные» говорит само за себя. Во время выстрела животное находится рядом с охотником, то есть под ружьем. Именно этому и обучают животных в клубе опытные кинологи. Бывают такие моменты, что охотник стреляет, она бросается на ружье из-за того, что идет перевозбуждение. В первую очередь нужна собака, чтобы понимала, что оружие – это не игрушка. И мы первым курсом даем ОКД, общий курс дрессировки. Это послушание ходить рядом, это сидеть, лежать, место, остановку. Обязательно тренируем остановку, чтобы собака остановилась, можно было произвести огонь по утке. Да? Между тем, тренировки начались и для двухлетнего Тома породы Chesapeake Bay Retriever. Это уникальный подружейный пес, выведенный специально для охоты на водоплавающую дичь. Привезли ее из Крыма специально для охоты. Хозяин собаки Константин ни разу не пожалел о своей покупке. Да и Том старается его не подводить. Специально для охоты взяли, заниматься. В основном охотимся мы на уток. С прошлого года ездим, с весны. Показывать хорошие результаты, доволен. Охота на птиц и мелких животных со специальной собакой в Якутии только начинает набирать обороты. Особенно после выхода нового закона о продлении на целую неделю сроков охоты для владельцев подружейных собак. Если основной срок, общий срок охоты – это 3 суббота августа, то с подружейной собакой можно охотиться со 2 субботы августа. Причем на одну собаку допускается 3 охотника. Но для охотников, которые прямо дни, часы считают, неделя – это очень большой срок. Еще одна единственная представительница своей породы в Якутии – веймаранер или веймерская легавая Мирай. Она также относится к подружейным собакам. Мирай в клубе новичок, занимается чуть больше года, но у нее есть все предпосылки – стать отличной охотничьей собакой. Мирай уже титулованная, она юный чемпион России, так что ее хозяйке есть что рассказать о своей любимице. Она у меня юный чемпион России, и в планах у нас закрыть взрослого чемпиона России. Порода сама по себе легкообучаемая, они очень сообразительные, но требуют много внимания, и достаточно прям активные. Собаку брали для себя, для души, как домашнего любимца, чтобы лежать с ней на диване, обниматься. Вы при этом решили вступить в клуб, да? Для чего? Собака у меня, охотничья, и интересно нам это было в одно время, интересовались очень. Подружейной нельзя считать любую собаку, которую можно взять на охоту. К примеру, лайка не относится к подружейным собакам. В основном это длинноухие, которые охотятся на мелкую дичь. Вообще подружейными принято считать 3 группы собак. Они сейчас рядом со мной. Если ретриверы, они считаются поисковыми собаками, очень хорошо добывают дичь, то легавые, они встают в стойку при обнаружении. Это у них такая особенность. Ну а кокер-спаниели, они поднимают добычу на крыло, то есть помогают утке взлететь, тем самым хозяин может ее подстрелить. Причем подружейная собака должна иметь специальную справку о своем происхождении. Его владельцы получают участие в различных выставках, которые клуб по мере возможности старается организовывать. При отсутствии такого документа штраф для охотников может достигать 30 000 рублей. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутия. День за днем.
Тем временем в городе на Неве состоялась презентация якутского регионального туристического маршрута, посвященного столетию ЯССР. В экскурсионный тур по Петербургу вошли локации, так или иначе связанные с Якутией, от Смольного собора до Васильевского острова. Отметим, что проект организован постоянным представительством республики и городским комитетом по делам Арктики. Первую прогулку по якутскому Санкт-Петербургу смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Петербург – культурная столица России. Его имперское наследие, богатство архитектуры, многочисленные музеи и театры давно стали магнитом для туристов. Но мало кто знает, что главные туристические мекки города связаны и с якутянами. Как, например, сквер Екатерины Великой. Ведь еще в начале 18 века с императрицей лично встретился Сафрон Сыранов. Это первый якутский депутат, который был таким деятелем государственного уровня, донес до нее прошение народа Саха об улучшении жизни, о предоставлении якутам получать высшее образование. А вот литературное кафе «Бродячая собака», где в 20 веке наравне с Ахматовой и Маяковским выступал Василий Никифоров-Кюльмнюр. Или Смольный собор, где уже в наши дни работал, по сути строил город губернатор Яковлев, уроженец Алекминска. И это лишь малая часть знаковых мест для якутян. В маршрут входит более 10 точек. Это, в принципе, это маршрут экскурсия по городу Санкт-Петербургу, но именно с привязкой к Якутии, к истории. Мы рассказываем о людях. Пискаревское мемориальное кладбище, памятники блокадного Ленинграда, Заячий и Васильевские острова, аллея якутян на Черной речке. Это не просто точки на карте, это исторические связи, по которым в том числе и проходит якутский маршрут. Интересный рассказ, мне очень все понравилось. И даже очень много узнала о своих сородичах, даже 17-18 веков. Вот эта экскурсия покажет, а что внесли в жизнь Петербурга якуты, как они защищали этот город во время Великой Отечественной войны, во время блокады. Первый тур по якутскому маршруту завершился. Впереди будут и новые. Организаторы планируют расширить локации и рассказать о якутском Петербурге еще большему количеству туристов. Подробности на сайте Поспредства. Будет очень популярен не только у жителей Якутии, гостей из Якутии, но, конечно же, и у жителей нашего города, потому что будет рассказывать и отражать, как на судьбу Петербурга повлияли выходцы из других регионов, в том числе Якутии. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. «Мама, милая моя». Выставка детских рисунков под таким названием начала работу во Дворце детского творчества в Якутске на этой неделе. Она посвящена Году матери в республике, Международному женскому дню, который мы отмечали на этой неделе. Все подробности смотрите в сюжете далее. Мама окружает заботой, добротой и ведет нас по длинной дороге взросления, наставляя на верный путь. Каждый из этих рисунков и есть благодарность юных художников своим матерям. Рисунки своих мам в разной художественной технике представили учащиеся Центра художественного творчества, а также этнокультурного центра АЛГ. Это максимально творческие два центра, и ребята очень старались. Как раз в Году матери представили и, конечно же, к 8 марта порадовали своих мам. Очень хочется отметить, что многие мамы на выставке, на открытии выставки узнали себя, настолько юные, талантливые художники постарались. Работы представлены в акварели, большинство тоже где-то были и фломастером нарисованы, но тем не менее это ни в коем случае не помешало отобразить маму. Преподаватели изобразительного искусства отмечают, что рисовать может научиться каждый. Главное – это желание самого ребенка. Сегодня Центр художественного творчества посещают сотни будущих художников. Обучают с 5 лет и абсолютно бесплатно. В каждом ребенке скрыт свой определенный талант, а в хороших руках он раскрывается. У кого-то рисование, у кого-то танцы, у кого-то театральное творчество. Смотря куда ребенок захочет. Изобразительное творчество у нас 3 педагога, очень опытные, очень хорошие. Вот работы их здесь представлены. Прикладное творчество у нас тоже замечательные педагоги, все высшей категории.
все почти все с высшим образованием, которые много и давно работают, очень любят детей, и дети любят к ним ходить. Всего здесь представлено более 100 работ детей. Кроме того, выставка примечательна тем, что это первое очное мероприятие Дворца детства, так как во время пандемии подобные форматы проводились только в онлайн-режиме. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Перейдем к спортивным событиям. Зажигательный флешмоб в поддержку паралимпийцев. Перед Республиканским центром адаптивной физкультуры провели мероприятие и поддержали российскую сборную. Напомню, Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в играх. Паралимпийский комитет России назвал это решение совершенно необоснованным, так как оно очевидно противоречит одному из основных принципов аполитичности спорта инвалидов. Руководство нашей страны приняло смелое решение организовать альтернативные паралимпийские игры, которые пройдут в городе Ханты-Мансийск. Игры пройдут по 6 видам спорта, в которых примут участие более 70 спортсменов. Соревнования пройдут с российским флагом и гимном. Наш пламенный Урый! Айхал! Урый! Айхал! Урый! Айхал! 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 За Россию! Я Балынец Владимир, заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу ПОДа, от лиц паралимпийских видов спорта, сурдоолимпийских, неолимпийских видов спорта Республики Саха-Якутия. Нашу глубокую поддержку. Мы сердцем, душой и мыслями с вами. Крепитесь, боритесь, никогда не сдавайтесь. Мы страна победителей. Россия вперед! Россия едина! На этой неделе в Якутске активисты землячества студентов Усть-Алданского улуса привели в порядок памятники выдающихся спортсменов Якутии. Так, ими была очищена прилегающая территория памятника основателя физкультурного движения в регионе Николая Тарского и олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Эту акцию студенты приурочили к предстоящим 8-м спортивным играм народов республики, которые пройдут этим летом на благодатной земле Мирю. Активисты также планируют провести субботники на территории других крупных спортивных объектов столицы. Также определились кандидаты в сборную Якутии по боксу на 7-е игры Дети Азии. В зале бокса Центра спортивной подготовки «Триумф» состоялось первенство республики. Юные боксеры 2006-2007 годов рождения оспаривали медали в 15 весовых категориях. Победители первенства поедут на дальневосточное первенство. А призеры вошли в расширенный состав сборной команды Якутии для участия в международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Тем временем Ленск встречает гостей. В эти дни в нефтегазодобывающей столице Якутии проходит чемпионат республики по мини-футболу. Это первое крупное спортивное мероприятие в Ленске со времен пандемии. Более 120 участников, 9 команд и толпы болельщиков. Победители поедут на игры народов Республики Саха, которые пройдут летом в Барагонцах. Как проходит чемпионат, кто претендует на заветный Олимп и чего ждет впереди, в материале Анны Кожевниковой. В Ленске стартовал чемпионат республики по мини-футболу. В нем принимают участие 9 команд из 5 районов Якутии и 2 столичные. Это свыше 120 участников. Соревнования проходят в спортзале «Карат». Первые лица района поприветствовали участников соревнования. Перед торжественной частью уже сыграли команды Хангаласского улуса и городского округа Жатай. После открытия в зал вышли команды Усть-Алданского улуса и хозяева сборной Ленского района. Земляки показали себя на высоком уровне в прошлые годы. На спортивных играх народов Республики Саха-Якутия завоевав золото и серебро. От команды ждем только первого места, да, результата. Эти соревнования еще уровень придают этим соревнованиям, что данные шестерка сильнейших команд данного чемпионата, они получат путевку на 8-е спортивные игры народов Якутии, которые летом пройдут в Барагонцах. Сборная Ленского района начала свою первую в этом чемпионате игру с жесткого плотного прессинга и уже в первом тайме забили 2 гола. Игра явно складывалась по сценарию хозяев поля. Сейчас во втором тайме команда соперника, конечно, проигрывает. Они сейчас немного взвинтят темп, попытаются поймать на ошибках. Соответственно, у нас команда тоже более опытная. Будем пытаться их ловить на контратаках сейчас. Немного будем мячом побольше двигаться, чтобы соперник немного уставал побыстрее. Ну и забивать, побеждать в них. Но, несмотря на цепкую хватку противников, соперники команды Усть-Алданского улуса рассчитывали взять реванш во втором тайме. Счет пока такой скользкий, пока еще неизвестно ничего.
Но ленчане не уступили мяч. И третий победный гол в ворота устьялданской команды тоже забили хозяева поля. Буквально на последних секундах устьялданцы принесли 1 очко своей команде, но результатов оно, конечно, не дало. Ленская сборная на протяжении всех игр активно обстреливает ворота команд противников. Практически все матчи хозяева поля ведут в счете. До финального свистка остаются считанные минуты. И счет 11-0 хангаласцы вряд ли уже сумеют сравнять. И во второй игре наша команда заметно превосходила соперника по классу. И в своих силах они не сомневаются. Все хорошо, тренировки были отличные у нас, все готовы. Подготовка к играм была на высшем уровне. Самые сильные команды это мы, конечно, с остальными. Посмотрим, как будет. Трибуны, на которых преобладали ленские болельщики, ликовали. Каждый пришел поддержать земляков. Мы болеем за Ленский район, за команду, за Огурцова Алексея, за Вадика Юшина, за всю команду. Ну вот как ваши впечатления от игры? Интересная игра, очень интересная. Желаю нашим победы. Остальные же команды готовятся. У кого-то за спиной уже сыграно пару матчей. В свободное время спортсмены наслаждаются красотой и гостеприимством Ленска. Готовились, вели определенную подготовку, поэтому надеемся отыграть хорошо. Много где играли, много в каких соревнованиях участвовали. Но Ленск, как всегда, принимает очень тепло, гостеприимно, поэтому всегда приятно приезжать. Впереди еще 2 дня чемпионата. Настрой всех команд только на победу. А побороться, помимо участия в спортивных играх народов Республики Саха-Якутия, есть за что. Подарочные сертификаты ждут по 5 номинациям от спорткомитета Ленского района. И сертификаты на 300 тысяч рублей за первое, 200 за второе и 100 за третье места от администрации Ленского района. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ну и в завершении программы новости кино. «Белый ангел тундры» показали москвичам. В столице презентовали новую картину якутского режиссера Александра Лукина. В основе сюжета реальная история молодого врача, которая в 30-е годы прошлого века оказалась на севере и спасала людей в эпидемию. С какими трудностями столкнулась съемочная команда, узнаем из материала Максима Кардозу. На новую якутскую картину в Москве пришли посмотреть десятки наших земляков и жителей столицы. Премьера собрала как уже давних поклонников якутского кино, так и людей, которые впервые решили познакомиться с творчеством режиссера с Дальнего Востока. На самом деле, когда я разместил афишу этого фильма у себя в сторис, мне русские, мои московские друзья позвонили: да ладно, давай, мы хотим посмотреть, потому что очень редко получается посмотреть классные отечественные фильмы, а все знают, что якутское кино — это совсем другое, очень душевное, очень нынче модное и красивое. И вот я привел несколько своих друзей, хочу им показать кусочки Якутии. Премьера прошла в Центральном доме кино. Это знаковое место для всех представителей этой индустрии. Показать картину именно здесь мечтают как начинающие, так и именитые режиссеры. В принципе, держим курс «Союз кинематографистов» и, соответственно, Дом кино держит курс на региональное кино, в том числе, которое сейчас очень активно развивается, и, в частности, якутское кино, которое действительно является примером для многих регионов того, как нужно любить кино, и с каждым разом мы видим колоссальный рост профессиональный. Поэтому, конечно, когда нам предложили этот фильм, у нас не было сомнений, поэтому вот мы сразу решили его показать. Картина «Белый ангел тундры» рассказывает историю 20-летней Капитолины Облезовой, врача из Ленинграда, которая в 1937 году приехала на работу в отдаленное северное село Желенда. И молодому специалисту пришлось столкнуться с эпидемией брюшного тифа среди оленеводов. Работа над картиной шла 4 года. Процесс для съемочной команды оказался не только долгим, но и трудным. За полярным кругом не каждая съемочная, не то что техника, но и группа не выдержит, так скажем. Очень были сложные съемки, потому что снимали в самые лютые морозы в январе-феврале. Там градус доходил до минус 60. Плюс, как мы все знаем, северный народ, он такой неоседлый, они кочевые люди. Поэтому пришлось съемочной группе кочевать вместе с кочевниками и снимать фильм. Вот так вот у нас было порядка 6 больших экспедиций. В главной роли актриса Мирнинского театра Анастасия Короленко. Все остальные герои – это обычные жители Оленёкского улуса. Полноценный прокат картины запланирован на этот год. Точные даты пока уточняются. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.
Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия». День за днем для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегитесь.